Будь осторожен. Бог очень обеспокоен тем, что кто-то из вашей семьи может оказаться в большой опасности в ближайшие несколько часов. И это не шутка. В этом человеке есть что-то, и чтобы избавиться от этого и получить это в последнюю прекрасную минуту вашей жизни, я советую вам дойти до конца, иначе худшее уже позади. Аминь. Враг использует кого-то, чтобы попытаться повлиять на вас, чтобы вы потеряли свою душу в великой трагедии, которую он подготовил, потому что он не успокоится, пока не завоюет вашу душу и не увидит вас. Тебе лучше следить за своим шагом, прежде чем ты станешь целью всех препятствий, которые он создал. Даже в этом месяце вы должны открыть свою жизненную силу, все свои материальные вещи и глаза, иначе, что еще хуже, она обрушится на вашу жизнь. Ангелы предупреждают. А вот из-за ненависти этого человека к вам завтра, к сожалению, может случиться большая семейная проблема. И это не закончится хорошо, потому что этот человек имеет на вас большую обиду, и если вы не будете держаться от него подальше, к сожалению, смерть попытается обрушиться на вашу жизнь, и в вашем путешествии произойдет что-то ужасное. Аминь. Я не сомневаюсь, что это будет жестоко. Бог предупреждает вас в первый и последний раз, что, если вы не покаетесь в содеянном грехе, невозможно жить вечной жизнью. В вашей жизни может произойти такая большая потеря, что вы сможете жить вечно. Я буду сожалеть об этом вечно. Аминь. Сатана найдет разные способы войти в вашу жизнь и разрушить все ваши счастья. Он сейчас недоволен вашим успехом, он создает в вашей жизни большой узел, который разрушит вас. И у него есть член семьи, который может стать целью большого обрыва, и вас окружает дух смерти. Грустные утренние новости. Только вы избраны, чтобы предотвратить это. Аминь. Подпишитесь на канал, чтобы вы могли проявить свою верность всей воле Божией и не вести жизнь, полную грехов. Что все это накапливает потери в твоей жизни, и ты можешь освободиться от всего зла, посеянного в этом мире. Спастись от всех заблудших душ я могу предложить тебе раз и навсегда. Твое будущее будет очень близко, просто верь, что все возможно. Бог говорит, что враг объявил войну вашей жизни, и вы должны открыть глаза, прежде чем он нанесет большой вред вашему путешествию. И каждая болезнь, которую он создает, на самом деле является серьезной проблемой в вашей духовной жизни, и что значит отпустить определенные вещи, прежде чем они окончательно сокрушат вас и оставят вас в вашей жизни. Аминь. Я 1741 говорю вам сейчас, что вы проявите много благословений в своей жизни, и что все препятствия, с которыми вы столкнетесь, послужат для того, чтобы укрепить вас и заставить вас больше ценить жизнь, а не выглядеть разочарованным человеком. Раз можно дышать и жить, то уже есть повод порадоваться и сказать, что ты уже победитель. Аминь. Ангелы предупреждают вас, и если это не шутка, вам следует отнестись к этому серьезно, прежде чем этот человек окончательно в вас влюбится. Поскольку вы кого-то любите, это не заканчивается хорошо, и то, что сатана планирует внести в вашу жизнь, может сбить вас с толку и отвлечь от вашей финансовой жизни и положить ей конец. Только у вас есть близкие промахи и много хаоса на пути. Аминь. Он использует обманщиков, чтобы лишить вас жизни,
но вы не ограничиваете себя тем и этим. И если вы действительно хотите убрать всю эту порчу из своей жизни и посеять все зло, которое он хочет уничтожить, вы не ограничиваете сам себя к тому и этому. Отек, пожалуйста, пройди до конца, прояви все свое мужество, покажи, что ты на стороне Бога и не даешь греха всем людям. Аминь. Это жестокий мир. Бог не хочет, чтобы вы пережили тот кошмар, который вы пережили раньше, потому что, если он произойдет наяву, это вызовет большую усталость в вашей душе, потому что вы не готовы или не можете столкнуться с ужасным этапом непереживания его в своей жизни. Но если вы хотите предотвратить это, я советую вам сделать то, что вы должны сделать. Аминь. Так, вы скажите мне свое мнение 4732, чтобы даже те, кто попытается заменить вас, были прощены, не отвечали злом на зло и говорили добро за зло, и текущие решения, которые вы принимаете сегодня, повлияют на вашу будущую жизнь. И если вы проснетесь сегодня немотивированным, грустным и подавленным, знайте, что Бог – ваш величайший ресурс для инвестиций. Аминь. Он пытается полностью разрушить всю вашу семью, потому что вы не можете представить себя живущим в великом спокойствии и внутреннем мире, и он сделает для вас меньше всего. Проблема просыпается в виде кого-то вокруг вас, и если вы не дойдете до конца, то вскоре узнаете всю правду. Аминь. Сатана пытается дистанцироваться от человека, которого вы так сильно любите, потому что он знает, что вам будет очень грустно, и если это произойдет, поэтому я советую вам не позволять ему иметь возможность передать это послание, прежде чем вы столкнетесь с чем-то настолько неопределенным. Это разрушает вашу жизнь во многих отношениях. Аминь. Бог говорит, что вы должны прекратить свою жизнь в зависимости и иллюзиях, начать действовать с большой смелостью, и вы заметите, что все начнет течь вокруг вас. Все дело в позитивном мышлении и сохранении этого мышления в своей душе, прежде чем вы решите снова жить во время великой ценности, в эпоху великой ценности человека. Теперь, пожалуйста, скажи «Аминь», Сын Божий. Вы знаете всю структуру, и Он знает, что делает. Даже если вы прошли через некоторые трудности, знайте, что вы не одиноки. И если вы живы сегодня, вы единственный, кто решил испытать еще больше греха и горький вкус жизни, новую возможность отвергнуть все, что вы пережили. Аминь. Он смеется над вашими неудачами и злится над вашими победами, поэтому, когда все собираются вместе, он пытается раз и навсегда разрушить вашу семью и убить всех. Но если ты верен и веришь, что Бог не позволит тебе пройти через это, доведи свою любовь до конца. Аминь. Теперь напишите вместе со мной 12 часов 23 минуты, чтобы попросить сегодня все ваши материальные блага или удвоить их, чтобы вся ваша финансовая жизнь была благословлена, и вы действительно оставили все страдания позади. Хватит, все кончено, и покажи, что ты верен и не сдаешься. Даже если вы переживаете времена страданий и боли, знайте, что Бог – это путь, истина, жизнь и вино денег. Аминь. Ангелы предупреждают вас, что они покажут вам откровения, которые заставят вас запаниковать, зная, что осталось очень мало времени, прежде чем вы переживете травматический опыт, и, к сожалению, прежде чем вы впадете в глубокую депрессию, зная об этом. Этот человек больше не будет тебя обнимать.
Пожалуйста, приходите через несколько минут, иначе вам придется жить одному. Аминь. Есть женщина, которая преследует своих жертв в социальных сетях и не может видеть их достижений, и поэтому вам нужно держаться подальше от этого человека, прежде чем она создаст момент спокойствия, который может вызвать в вас сильную ненависть. В вашем сердце и то, что оно может принести, это действительно большое зло в вашей жизни. Аминь. Сейчас Бог говорит, что вы должны взять на себя обязательство выслушать все это послание, потому что, если вы пойдете, это будет знаком того, что вы встали на сторону греха и отреклись от себя. На самом деле, все это может привести к неизвестному моменту в вашей жизни, и если вы хотите близко встретиться со смертью, я рекомендую вам поставить лайк и поделиться этим сообщением до конца, и не уходи, не уходи. Аминь. Враг приходит к вам сегодня, чтобы сделать ваш день худшим в вашей жизни, потому что он действительно хочет свергнуть человека, которого вы любите больше всего, и с помощью великой осады, которую он подготовил, один человек наконец сможет принять потерю. Жизнь печальна, и если вы хотите этого избежать, есть только один способ: не выходить на улицу и всегда проявлять веру, и ее можно спасти. Аминь. Комментируйте со мной в течение 47 часов и 12 минут, чтобы убедиться, что с сегодняшнего дня вам не избежать горькой жизни, разорвать все узы зла, которые пытаются накопиться в вашей жизни, и убедиться, что ваша энергия находится в полной силе. Он опустеет рядом с вами, чтобы вы смогли жить на новом уровне счастья и почувствовать, что вы не одиноки в этом путешествии. Аминь. Сын мой, будь очень осторожен с тем, с кем ты общаешься, потому что не каждый является твоим настоящим другом, а люди, которые рядом с тобой, бывают рядом только тогда, когда что-то идет не так, но когда все идет не так, они исчезают, и остерегайся этих типа людей, потому что они не лояльны к вам и никогда не будут. Аминь. Бог сказал, что вы должны начать развивать и заботиться о жизни своего малыша, потому что у него очень сложные отношения, и именно вы несете ответственность, и вы должны принять правильное решение и дать совет, прежде чем он войдет в глубокий эмоциональный распад. Мне очень жаль, и во всем этом будет ваша вина, потому что у вас была возможность этого избежать, но вы предпочли промолчать. Аминь. Наберите 4922, чтобы быть верным человеком с сегодняшнего дня и до последнего часа, и просить обо всем, что от него исходит. Эмик не тронет тебя, потому что ты действительно чистая душа, и сегодня ты обретешь свободу от всего, что настраивало тебя на драму и слезы в твоем доме, даже не на мгновение от боли. Ангелы предупреждают вас, что дела идут не очень хорошо, потому что враг на самом деле пытается привнести в вашу жизнь армию проблем, и он попытается бросить вам большой вызов раз и навсегда. Это остановит путь, разрушающий ваше нынешнее настроение, и вы действительно сможете испытать сильное беспокойство. Скажите «Аминь». Это вернется в цикл работы, чтобы поставить вас в очень трудное время, чтобы встретиться с вами лицом к лицу, но Бог даст вам идеи, которые вам нужно знать, чтобы избежать тьмы. И вы также проснитесь завтра с печальной новостью о кто-то, кого ты любишь, и огромное уважение. К сожалению, тебе пришлось уйти из жизни, и если не хочешь, пожалуйста, уходи еще раз. Аминь. Ангелы говорят, что у каждого из нас есть божественная цель, уникальная судьба, однако полностью реализовать эту судьбу можно только тогда,
когда мы сознательно устраним препятствия, мешающие нам двигаться вперед. Прокрастинация и прокрастинация, например, это не просто безобидные привычки. Это воры в реальном времени, которые крадут у нас возможности полностью раскрыть свой потенциал. Бог сказал вам предупредить, что настоящие перемены начинаются изнутри. Переосмысление дефицита требует глубокого самоанализа, критического анализа того, как ваши убеждения ограничивают расширение и счастье. Это приглашение отпустить истории об ограничениях и принять новую историю, полную безграничных возможностей и возможностей. Прокомментируйте 2572 и узнайте, как меланхолия может стать новой надеждой, подобно способности дирижера извлекать из оркестра чистые эмоции. Этот человек становится путеводной звездой, уравновешивая различные эмоции в нашей семье, создавая нерушимую связь поддержки, которая поддерживает нас в невзгодах. Аминь. Бог велел мне передать вам, что ваш жизненный опыт важен, и к нему следует относиться с величайшим уважением. Не попадайтесь в ловушку культуры чрезмерного обмена информацией, которая умаляет ценность личного и уникального. Мудрый выбор моментов и людей, которыми вы делитесь, защитит ваш дух от утомления и уныния. Бог сказал вам предупредить, что отвлечение на потребность во внимании может помешать вашему личному и духовному росту. Обратите внимание на свои потребности, убедитесь, что они соответствуют вашим высшим ценностям. Управляя своим богатством, всегда помните, как ваши действия влияют на других. Процветание также означает быть ответственным управителем, говорить о своих благословениях и находить способы внести позитивный вклад в общество и коллективный рост. Бог сказал вам предупредить, что зрелое и принимающее решение проблемы вины может глубоко изменить вас. Этот процесс преодоления трудностей и решения проблем не только способен залечить старые раны, но и обогатить ваш дух, расширить вашу способность сопереживать и понимать других. Напишите мне 9245, чтобы начать процесс духовного очищения вашей души, чтобы разорвать узы, привязывающие вас к теням тревоги и разочарования. Позвольте щедрости прощения течь через ваше существо. Это откровение является ключом к открытию столь необходимого порта чистоты и спокойствия на вашем духовном пути. Бог призвал нас к умеренности, к полноценной жизни в мире, который часто впадает в чрезмерные ритуалы. Бог предупредил вас, что, избегая ложных объединений, вы не теряете настоящих друзей, а вместо этого освобождаетесь от цепей, сковывающих ваш дух. Этот процесс очищения приносит ясность и силу, поэтому вы можете восстановить связь со своим ядром и с тем, что является самым важным в вашей жизни. Культивирование ненависти – это действие, противоречащее священным принципам сострадания и братства, которым нас учили. Бог сказал нам любить друг друга безоговорочно, и, к сожалению, распространение ненависти лишь разрушает эту божественную заповедь. Намеренно взращиваемые обиды и горечь способны разрывать сообщества, разрушать глубокие эмоциональные связи и препятствовать нашему личному и коллективному росту. Сын мой, помни, что время – ограниченный ресурс. Как только это будет сделано, это уже нельзя будет отменить. Поэтому очень важно использовать каждый момент с умом и избегать всего, что не способствует положительному вашему путешествию. Возможно, это означает распрощаться с некоторыми временными удобствами
и вступить на более трудный, но гораздо более полезный путь. Ангелы говорят, что важно занять активную позицию в поиске творческих решений. Реструктуризация – непростой процесс, это требует обдуманных действий и решений. Относитесь к каждому препятствию как к головоломке, пока не найдете решение. Используйте свой творческий потенциал и предпринимательский настрой, чтобы превратить малое в большое, а страх в смелое. Он пишет 3489 и говорит о превращении отчаяния в оптимизм, точно так же, как музыкальный руководитель разжигает страсть в своем коллективе. Этот джентльмен превращает разногласия в нашей семье в единые узы взаимной поддержки, в точку света и надежды в темные времена. Аминь. Ангелы учат нас, что каждый след, оставленный раной, рассказывает историю победы, урок, который придает нам силы и расширяет наше понимание жизни. Этот опыт повышает нашу устойчивость и вдохновляет нас принять более просвещенное и благодарное мировоззрение даже во времена кризиса. По мере того, как мы продвигаемся вперед в поисках работников, ангелы призывают нас сохранять гибкость в нашем подходе и ясность в наших сердцах. Важно быть готовым адаптироваться и меняться, а также признать, что пути развития могут быть многочисленными и разнообразными. Знай, дитя мое, что поддержание честности предполагает нечто большее, чем просто избегание очевидных искушений. Это означает принятие тщательного решения относительно компании, с которой вы общаетесь. Окружение себя сомнительными людьми приглашает их негативное влияние в вашу жизнь. Ангелы учат нас, что каждая несправедливость, с которой мы сталкиваемся, это прекрасная возможность для нас вмешаться и получить поддержку. Вместо того, чтобы поддаваться порыву гнева, более глубокое понимание наших собственных уязвимостей и сильных сторон, выявленных ситуацией, может помочь нам обрести большую эмоциональную силу и большее самосознание. Комментируйте 5866 и начните путь духовного обновления своей личности. Освободите себя от тяжелых оков боли и беспокойства и получите освежающую милость. Этот шаг необходим для личного развития, чтобы достичь безупречной ясности и прочной стабильности. Бог мягко направляет нас в поисках баланса, необходимого для поддержания яркой и богатой жизни среди культуры, которая слишком ценит ее. Ангелы побуждают нас тщательно задуматься о том, как мы используем свое время и энергию. Заниматься деятельностью, которая действительно обогащает вашу душу, важнее, чем постоянно искать внимание. Этот акцент на аутентичности порождает глубокое и продолжительное счастье. Ангелы призывают нас найти идеальный баланс между открытостью и сдержанностью. Человеческое взаимодействие важно и обогащает, однако здравый смысл подсказывает, какими аспектами вашей жизни стоит поделиться. Эта мера предосторожности является защитой вашего эмоционального здоровья и укреплением отношений с самыми важными людьми. Ангелы проповедуют, что ненависть не является естественным состоянием человека, но часто мотивируется силами, не заинтересованными в общем благе. Ощущение негативных эмоций часто используется для создания массовых манипуляций и недоразумений. Эта практика рассматривается по-разному, от политических позиций до гражданских конфликтов. Ангелы призывают нас задуматься о долгосрочных последствиях лжи, разжигающей вражду и разногласия.
Признавая, что любая ложь способна отвлечь нас от нашего божественного пути, мы призваны жить безупречно и сохранять свою эмоциональную и духовную целостность. Так превратите свой страх в проблеск надежды. Подобно классическому дирижеру Большого симфонического оркестра, он умело уравновешивает эмоциональные различия близких, выстраивая прочную сеть поддержки и взаимопонимания, которая проявляется тогда, когда это больше всего необходимо. Аминь. Ангелы часто предупреждают нас, что мы несем ненужное бремя, убеждения, навязанные другими или нами самими, которые не способствуют нашей безопасности или росту. Важно постоянно оценивать свою жизнь и собирать эмоциональные и умственные данные, чтобы определить, за что нам следует держаться, а от чего следует отказаться. Бог сказал вам предупредить, что, принимая поправку, вы присоединяетесь к силам Вселенной в состоянии постоянной эволюции и изменений. Точно так же, как меняются времена года, каждый этап вашей жизни приносит новые испытания и новые награды. Распознавание этих циклов и адаптация к ним необходимы для того, чтобы жить полной, счастливой и богатой жизнью. Моя дочь в Лос-Анджелес говорит о том, как важно заботиться о своем духе и управлять своим богатством. Они советуют вам инвестировать в свое личное и духовное развитие, что очень важно для защиты вашей личности от внешних негативных воздействий. Напишите вот так 6384, чтобы стимулировать духовное обновление вашего разума. Никогда не разрывайте узы, связывающие вас с сожалением и печалью, и развивайте сострадание, освещающее путь. Эта техника открывает двери к уникальной ясности и душевному спокойствию, помогая ориентироваться в сложностях своего существования. Бог учит нас ценить и сохранять здоровый баланс во времена излишеств. Ангелы призывают нас думать о подготовке не только как о защите от невзгод, но и как о трамплине, позволяющем воспользоваться открывающимися возможностями. Хорошо подготовленные не только эффективно управляют кризисами, но и готовы воспользоваться возможностями, возникающими между этими кризисами. Бог сказал вам проживать каждый момент с намерением и целью. Точность приносит такое удовлетворение, с которым никогда не сможет сравниться постоянное стремление к вниманию. Стремитесь быть верными себе и вносить позитивный вклад в мир. Ангельское зло скрывается, пока не замаскируется и не покажет свое истинное лицо. Будьте бдительны и постоянно бдительны, держитесь подальше от окружающей среды, которая подрывает ваши самые священные принципы. Дитя мое, важно помнить, что твоя способность прощать и искать мира – это один из твоих величайших даров. Держаться за ненависть – сильное препятствие, мешающее обрести истинное счастье и внутренний покой. Когда отдельные лица и группы решают отказаться от ненависти и искать общий язык, мы видим глубокие и долгосрочные изменения. Бог обратился к вам, чтобы предупредить вас о том, что для внесения значимых изменений требуется смелость. Но оно всегда рядом с вами и даст вам силу и руководство, когда вы решите освободиться от оков, мешающих вашему прогрессу. Бог обещает открыть новые двери и пути, которые приведут вас к большим и глубоким благословениям. Комментарий 1463. Горе меняется благодаря надежде на лучшее будущее. Подобно дирижеру, обучающему музыкантов достигать вокального совершенства, этот легендарный дирижер умело оркеструет гамму эмоций,
создавая концерт солидарности и стойкости, который освещает нам путь сквозь бурю. Аминь. Ангелы побуждают нас развивать устойчивость и духовную гибкость. Тренируя свою способность видеть мир по-другому, мы не только преодолеваем трудности, но и преуспеваем в них. Исправление дефицита означает осознание того, что истинное изобилие исходит из внутреннего ресурса, который никогда не может быть уменьшен внешними факторами. Ангелы предупреждают, что отрицание или подавление своих ран помешает пути обучения и личного развития, которые они обеспечивают. Важно мужественно противостоять этим страданиям, чтобы они стали учителями, которые научат нас быть более сострадательными и человечными. Напишите 7459 как ключ к духовному обновлению сердца. Освободитесь от оков, которые ограничивают вашу способность чувствовать и общаться, открыв свое сердце примирению и внутреннему миру. Этот системный подход имеет решающее значение для достижения ясности и непоколебимой стабильности в вашей повседневной жизни. Бог призывает нас искать и поддерживать баланс, необходимый для процветания в обществе, которое часто приносит излишество. Бог сказал вам предупредить, что истинное исцеление начинается тогда, когда вы принимаете свои раны как неотъемлемую часть истории своей жизни. Принимая этот болезненный опыт и черпая из него мудрость, вы готовы превратить невзгоды в мотивационный стимул, который подпитывает ваш рост и развитие. Диа подчеркнул, что секрет преодоления застоя заключается в глубокой приверженности работникам. Вступление в постоянный путь обучения и самосовершенствования имеет важное значение для достижения более глубокого и устойчивого развития, изучения новых перспектив и достижения более высоких целей. Бог предупредил вас, что духовная эрозия начинается с небольших уступок, и даже если они кажутся легкими, взросление может подвергнуть абсолютной опасности ваше тело. Держитесь подальше от мест, где есть много искушений проверить свою совесть. Дитя мое, ангелы говорят тебе о важности оценки данных тобой обещаний. Эта забота должна пронизывать все стороны жизни, не только в профессиональной или социальной сфере, но и во всех аспектах существования. Каждое партнерство должно быть тщательно рассмотрено и оценено, чтобы гарантировать, что инвестиции в энергетику являются взаимными и искренними. Ангелы предупреждают нас об опасности поддаться ненависти и жажде мести. Эти чувства вредны, даже если кажутся правильными. Сегодня они деморализуют и долговременно разлагают, лишая возможности полноценной и осмысленной жизни. Чтобы преодолеть препятствия ненависти, важно развивать сострадание и понимание даже в самых сложных ситуациях. Итак, 1774 год – способность превратить страдания в нечто обнадеживающее. Оркестр пишет в сентиментальной части, вызывая образ дирижера. Этот пилот семейной гармонии гармонизирует разные эмоции и формирует крепкий союз поддержки и любви, который ведет нас, как маяк, в жизненных бурях. Аминь, сын мой. Ангелы говорят о важности знания окружающих вас знаков. Это может проявляться в форме идей, совпадений или парадоксов, которые указывают на то, что необходимо изменить. Распознавание и принятие этих знаков может стать ключом к осознанию того, что необходимо высвободить в своей жизни. Бог сказал вам предупредить вас, что ложь, независимо от размера и намерения,
вызывает эмоциональный и духовный дисбаланс, подрывает уверенность в себе и межличностные отношения и создает среду, в которой трудно достичь истинного мира и гармонии. Ангелы призывают нас служить живым примером того, как успех может быть средством распространения доброты и сострадания. Ваше богатство и процветание должны не только накапливаться как материальные блага, но и быть отражением вашей щедрости и понимания по отношению к другим. Комментарий 8571. Чтобы начать духовное возрождение вашего существа, чтобы вырваться из эмоциональных тюрем печали и сожаления, приняв терпимость. Этот процесс необходим для сохранения ясности и обретения глубокого мира, который вы ищете в своем духовном путешествии. Бог призывает нас развивать баланс между отдачей и получением, чтобы обеспечить богатую и динамичную жизнь в часто идолопоклонническом мире. Бог предупредил вас, что важно преодолеть страх перемен. Вера в то, что вы обречены оставаться на некомфортном уровне на неопределенный срок, это иллюзия, которая только подпитывает отчаяние и бездействие. Ангелы побуждают нас регулярно оценивать свое ближайшее окружение и спрашивать себя, действительно ли люди в нем заслуживают нашего доверия и преданности. Этот процесс не просто мера самосохранения, а акт уважения к нашей собственной истине, необходимость окружать себя людьми, которые действительно обогащают нашу жизнь. Бог сказал вам предупредить вас, что истина необходима во всех ваших отношениях, чтобы иметь полностью удовлетворяющую и вознаграждающую жизнь. Поощряйте себя быть честным с самим собой и требовать того же уровня истины от окружающих. Именно так мы строим глубокие, прочные связи, которые выдержат испытание временем, дитя мое. Ангелы обсуждают важность развития живого ума и сильного сердца. Они утверждают, что самосовершенствование и непрерывное обучение являются важнейшими аспектами программы и могут значительно снизить нагрузку в случае возникновения хаоса. Бог говорит вам предупредить вас, что каждый момент, когда вы находитесь под контролем ненависти, это драгоценная упущенная возможность практиковать любовь и сострадание. Когда гнев пытается одолеть вас, ищите божественную мудрость в своей душе. Время медитации и молитвы может убрать тени гнева и освободить место для любящего и конструктивного ответа. Уроки, которые преподносит нам каждая ситуация, даже те, которые кажутся ангелами, сдерживающими нас, вдохновляют нас практиковать благодарность. Благодаря и отпуская, вы позволяете энергии свободно течь в вашу жизнь, привлекая ситуации и людей, которые соответствуют вашей истинной личности и цели. Ангелы предупреждают, что каждая информация, которой вы делитесь, несет в себе вибрацию, которую можно использовать для созидания или разрушения. Выбор получателей этой информации не только защищает вашу конфиденциальность, но и ваше спокойствие. Хотя платформы социальных сетей облегчают общение, они могут быстро стать платформой для критики и разногласий. Бог сказал вам предупредить, что ваша душа и характер очень ценны и их следует ревностно охранять. Отношения с теми, кто выбрал негативный и злой путь, представляют опасность не только для твоей моральной целостности, но и для твоей стабильности, дитя мое. Ангелы говорят, что вам нужно заботиться обо всем своем теле, пока ваши раны не заживут. Относиться к себе с любовью важно не только физически, но также эмоционально и духовно,
чтобы превратить шрамы в глубокие и вдохновляющие жизненные уроки. Ангелы предупреждают, что когда вы просите о собственном внутреннем понимании, вы далеки от истины и ясности. Ваша интуиция – это отголосок того, кто вы есть, и, игнорируя ее, вы отрицаете важную часть того, кем вы являетесь, еще больше усложняя свою способность находить решения и направления для преодоления текущих препятствий. Ангелы предупреждают, что чрезмерное внимание к тому, как вас видят другие, может привести к жизни, полной бесплодных сравнений и соревнований, ведущих к истинному росту. Важно развивать и поддерживать чувство уверенности в себе независимо от мнения других. Ангелы предупреждают о сохранении нереальных отношений. Двигаясь вперед, становится совершенно ясно, ваша идеальная карьера, романтический партнер и жизненный путь находятся на верном пути. Вы не должны сомневаться в моей способности быстро изменить ваши события. Скажи мне еще раз, я буду купать тебя больше, чем ты можешь себе представить, и больше, чем ты ожидаешь, и только потому, что ты ценишь меня. Моя любовь, целебные преимущества и вечный мир превратят все ваши проблемы, заботы, давление и проблемы для вас и ваших близких. Этот год потенциально может быть прекрасным, полным радости, исцеления и материального успеха. На ближайшей неделе вы можете увидеть полное погашение долгов и улучшение финансового положения. Будьте готовы к великим событиям, значительным благословениям и неожиданным сюрпризам от меня. Будьте уверены, ваши ангелы выполнят ваши финансовые обязательства и защитят ваших близких от опасности. Вскоре к вашему порогу придет финансовое чудо, изобилие, чудесное здоровье, изобилие счастья и вечное счастье – мои подарки вам. На этой неделе в вашей жизни произойдет много неожиданных и грандиозных событий. С сегодняшнего дня и до воскресенья каждый аспект вашего существования претерпит драматические изменения. Вы испытаете трансформацию от печали к радости, от боли к исцелению и от невзгод к значительной выгоде. Убедитесь, что целебная сила с вами. Пусть моя любовь покроет тебя, моя исцеляющая благодать укрепит тебя, а мое присутствие облегчит тебе путь к выздоровлению. Мое невероятное прикосновение влияет на каждую часть вашего образа жизни, включая ваши финансы. Я открою двери, которые принесут изменения, которые изменят ваш образ жизни. Обильные преимущества могут быть вашими, когда вы откроете свое сердце. В году используйте 2024 и вы увидите успех. Пусть вас ждет успех, счастье и крепкое здоровье. А Боже, я многое подготовил в своей жизни. Каким бы плохим ты ни был, я изменю это навсегда. Несмотря на ваше скромное начало, я принесу вам уровень процветания, превосходящий ваши самые смелые мечты. Вам откроются большие деньги. Возможно, на вас будет меньше финансового давления, и ваше финансовое бремя может уменьшиться. Кроме того, все ваши долги могут быть прощены. Эффект, подобный неограниченному потоку воды, принесет вам богатство. В 2024 году появятся возможности для вас и других людей, которые вас интересуют. Это будет время восстановления, роста и процветания. Будьте готовы к преимуществам, которые изменят вашу жизнь и коснутся каждой ее части.
получите мою любовь, исцеление, мир и множество благ, когда я устраню ваши заботы, тревоги, давление и боль. Я буду сражаться в ваших битвах и успокоить ваши бури, чтобы вы могли доверить мне свое принятие. Радость и спокойствие, которые я предлагаю, не имеют себе равных ни в одной другой профессии или опыте. Чудо сотворится в вашей жизни, и я слышу ваши молитвы. Поверьте в мою силу, и вы увидите чудеса, превосходящие ваше воображение. В это время вы приходите за исцелением, ответами, прорывами и преимуществами. Ответьте постукиванием по миндалю. В году Бог обещает, что в 2024 году у вас будет идеальное здоровье, прекрасные возможности и множество преимуществ, которые вас поразят, как обилие красивых обоев. Неожиданное богатство может накопиться на вашем банковском счете, чтобы расти и достигать всего, что может предложить жизнь. Теперь, когда я праведный Бог, я приношу вам чудеса, прибыль и прогресс. Я могу помешать плохим парням трахать хороших парней. Учтите мое мастерство, и я с радостью возьму в руки вам оружие. Отдав себя мне, вы сможете улучшить свою жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Я исцелю все твои раны и превращу твои неудачи в великие победы. Обещаю, что никогда не предам твоего доверия. Если в последнее время у вас возникли проблемы с деньгами, скажите мне следующее, и я ценю те деньги, которые у меня есть, и открыт для большего. Мое финансовое учреждение вкладывает в него больше денег, чем я могу удержать на балансе. На этой неделе я объявляю $10 миллионов в надежде решить все свои финансовые проблемы. На этой неделе определите свои ожидания в отношении здоровья, деловых отношений и финансовых целей, чтобы облегчить все ваши заботы. Бог пошлет вам чудо. Я хочу принести вам больше счастья и финансового успеха, предлагая вам неограниченные преимущества. Будьте готовы к важным вещам, которые я с вами обсуждал. Вот почему выздоровление занимает так много времени. Ваше душевное спокойствие, процветание и мотивация, а также другие вещи будут полностью восстановлены к вам, когда вы вернетесь к Богу. Когда мы встречаемся с Богом, всегда есть необходимость. Если вы прислушаетесь к моему посланию, я надеюсь, что вы вступите во время безграничной любви и процветания. В это время чудеса и радость приближаются к тебе, дитя мое. Я дарю вам обильную любовь, мир и чудо. Широко разведите ладони и держите их. Освободите место для их страсти, радости и непоколебимой веры, которые наполнят вас. Можешь быть уверен, что Бог благословит тебя благами, превосходящими твои ожидания, мое дорогое дитя. Желаю вам обильной любви, мира и чудес. Соберите их с раскрытыми ладонями, пусть они вдохновят вас радостью и непоколебимой верой, к которой вы так стремитесь. В будущем Бог обещает награды, которые могут быть больше, чем вы можете себе представить. Приготовьтесь удивиться чудесным изменениям, которые это может принести в вашу жизнь. Вступая в июнь, я чувствую себя обязанным сообщить вам, что этот месяц станет для вас новым началом. Даже если вы переживаете трудное время, полное проблем и боли, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки, и знайте, что я принесу исцеление в вашу жизнь. Вам предстоит восстановить свое здоровье, отношения и финансы.
Доверьтесь мне и моим друзьям и знайте, что я Бог, который чинит сломанное и восстанавливает потерянное. Отдохнув сегодня вечером, вы получите ответ на свою молитву о чуде. В предстоящем сезоне вы получите различные преимущества, так что будьте готовы. Я обещаю вам, что дни беспокойства и плача в постели прошли. Плач, беспокойство и бессонница остались в прошлом. Богатая жизнь, крепкое здоровье, радость и счастье находятся в пределах вашей досягаемости. Я, Бог изобилия, должен осыпать вас благословениями, превосходящими ваши ожидания. Месть в $10 000 будет вашей к концу месяца. Я источник всякого процветания, поэтому не сомневайтесь в моей способности обеспечить его вам. Чтобы облегчить все ваши заботы, завтра я дам вам чудесное благословение. Ваше здоровье и ваш банковский счет значительно улучшатся. Я открою врата рая в нужное время, чтобы доить тебя прибылью. Я специализированный поставщик, испытывайте благословение во всем, что вы делаете. Я творю чудеса, когда они вам нужны, и распространяю свое исцеляющее прикосновение на всю вашу семью. Все это произошло во имя Иисуса. Сила исправить, восстановить и произвести огромные изменения в вашей жизни находится в моих божественных и любящих руках. Если у вас проблемы с психическим здоровьем, финансами или физической формой, я могу помочь. Просто нажмите «Домой» для подтверждения. Молитесь, чтобы Господь принес вам обильные успехи, победы и достижения. Если ты слаб, я один подниму тебя. Я тот, кто исцеляет вас, когда вы больны и когда кажется, что любовь и мир потеряны. Я тот, кто исцеляет вас. Вы были в некоторых замечательных вещах от меня. То, чего я желаю, выздоровление, свобода, богатство и истинное здоровье уже в моих руках. Я заявляю вам сегодня, что никакое зло не постигнет вас в отношении вашего физического благополучия, времени, денег или близких. Вы перешли от слабости и неудачи к изобилию и удовлетворенности. При наличии подходящей возможности и удачи история вашей жизни вот-вот развернется. Бог быстро устранит все ваши проблемы и заботы и заменит их здоровьем, счастьем и миром. Примите то, чего вы не видите, верьте в каждое решение и примите наступающий сезон процветания. Он уверяет вас, что Бог восстановит все ваши сломанные части и даст вам полное исцеление духовное и физическое. Вы, наконец, сможете достичь своих целей на всю жизнь, иметь достаточно денег, любви, здоровья, дома и полноценной работы. Пусть Господь принесет в вашу жизнь обильную радость и смех. Вы можете поверить в удивительное чудо, чтобы сохранить его. Подумайте о том, как чудеса могут проявиться в нужный момент. Желаю тебе здоровья, богатства, счастья и стиля. Пусть эти благословения осветят ваш путь и приведут вас к той жизни, которой вам предназначено жить. Вы можете быть уверены, что в ближайшие дни Бог явит вам больше благосклонности, чем вы можете себе представить. Вдохновитесь и приготовьтесь принять эти удивительные сюрпризы, которые изменят жизнь. Используя религиозный язык, можно сказать: «Я христианин, потому что я был распят со Христом». Религия Сына Божия, который возлюбил меня и отдал себя за меня, является основой моего существования на этой земле.
Как дитя Божие, я верю, что Он удовлетворит все мои нужды. Он моя опора и мой помощник. Рядом с Ним я могу преодолеть любые препятствия. Дорогое мое дитя, мне нужно поговорить с тобой о мае или июне. Эти месяцы особенные, потому что они приносят много вещей, которые идеально подходят вам и вашей семье. В какой-то момент в течение этого времени вы, возможно, сможете предсказать возможности и награды, которые улучшат вашу жизнь. Все, что вы пожелаете, работа, деньги, медицина и любовь, будет моим, чтобы обеспечить вас и вашу семью. Что бы для вас ни было важно, я позабочусь, чтобы вы это поняли. Кроме того, я закрою некоторые старые двери в твоей жизни. Открывайте новые. Цель состоит в том, чтобы улучшить свою жизнь, предоставляя важные преимущества. Если вы посмотрите это видео до конца, вы сможете получить больше информации о том, как улучшить свой образ жизни. От вашего финансового положения до ваших отношений и вашего здоровья все улучшится. Это более удивительно, чем все, что было до него. Вы можете рассчитывать на то, что я залечу разбитое сердце и все исправлю. Я могу исцелить вашу боль, будь то физическая, душевная или духовная. Если вам нужна моя помощь, все, что вам нужно сделать, это попросить. Нажмите «Аминь» для подтверждения. Какие бы ошибки ты ни совершил, моя любовь к тебе никогда не угаснет. Я позабочусь о тебе, как пастух заботится о своих овцах. Я приведу тебя к мирным и счастливым пастбищам. Господь говорит: «Я всегда готов дать силу утомленному и надежду отчаявшемуся». У меня большие планы на твою жизнь, а ты еще даже не знаешь об этом. Подумайте обо мне и моем времени. Я могу сделать то, что ты считаешь невозможным, спасти тебя от худших кошмаров и залечить твое разбитое сердце. Даже если ты пройдешь долинами сомнений и теней, знай, что мой свет всегда найдет тебя. Оно осветит ваш путь и направит вас к выполнению обещания, которое я дал вам. Примите божественное провидение, которое вас окружает. Я Бог, который видит вас, понимает вашу борьбу и радуется вашим победам. Каждая пролитая вами слеза будет замечена, каждая молитва, о которой вы молитесь, будет услышана, и каждая надежда, на которую вы надеетесь, будет известна мне. Пусть на твоем сердце будет легко, зная, что мои планы на тебя полны процветания, надежд и будущего, которое ты никогда не постигаешь. В одинокие времена, когда мир кажется устрашающе тихим, помните, что вы никогда не одиноки. Мое присутствие – постоянный спутник, успокаивающее средство для вашей утомленной души. Ты мой возлюбленный, непрестанно почитаемый. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это шаги, которые совершенствуют вас, превращают вас в сосуд благодати и силы. Я готовлю вас к великим делам, которые обогатят не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей. Через тебя моя любовь и сила станут понятны всем. С началом нового месяца ожидайте моментов божественных открытий. Мои чудеса не ограничиваются человеческим пониманием, поэтому ждите неожиданного. Когда после самой темной ночи наступит рассвет, ваша жизнь наполнится новыми начинаниями и безграничной радостью. Семя веры, посеянное вами со слезами, прорастет в урожай радости и мира.
Моя рука работает, организуя события и ситуации и превращая то, что предназначалось для причинения вреда, в способы роста и благословения. Откройте свои сердца шепоту моего духа. В тишине вы найдете ответы, которые ищете, комфорт, которого желаете, и силы двигаться вперед. Я якорь твоих волн, крепкая скала, на которой ты стоишь. Как бы сильно ни дул ветер, вас не сдвинуть с места. Со мной у вас есть прочная основа, ваша непоколебимая поддержка, которая поможет вам преодолеть самые трудные испытания. Вся моя преданность вам — это делиться, жить жизнью других. Отдавайте свободно, когда получаете. Пусть твоя жизнь будет доказательством моей доброты, знаком надежды для тех, кто блуждает во тьме. Ваша история спасения, исцеления и брака вдохновит многих. Благодаря вашему свидетельству другие узнают мою любовь и силу. Будьте каналом моей благодати, живым примером того, что значит ходить в вере и доверии. Возлюбленный, думай, что ты создан по моему образу, отражение моей славы. Ценность твоя внутренняя определяется не миром, а моей любовью к тебе. Прими себя таким, какой ты есть, как мой любимый и избранный ребенок. Иди с уверенностью, исходящей от осознания того, что тебя глубоко любят, и ты всегда в безопасности в моих объятиях. Пусть эта истина проникнет в ваше сердце и разум и направит ваши действия и решения. Обращайся ко мне во времена сомнений. Я источник вашей мудрости и понимания. Когда путь вперед кажется неясным, поверьте, что я вас направлю. Пути мои выше путей твоих, и мысли мои выше мыслей твоих. Не полагайся на разум твой, но познай меня во всех путях твоих, и я направлю стези твои. Ваше путешествие со мной — это путь постоянного роста и открытий. Принимайте каждый день как дар, возможность укрепить ваши отношения со мной и засвидетельствовать мою верность. Пусть твоя жизнь станет песней хвалы на твоем пути, песней хвалы за все, что я сделал и буду делать. Радуйтесь осознанию того, что вы являетесь частью великого плана, божественной цели, которая раскрывается с каждым мгновением. Живите с сердцем, полным надежды, ведь я Бог чудес и делаю что-то новое в вашей жизни. Будьте спокойны и знайте, что я Бог, ваша вечная надежда и непоколебимая любовь. Это имеет последствия, выходящие за рамки эмоционального истощения, и может фактически отвлечь вас от вашего истинного предназначения. Каждый человек в вашей жизни должен помогать вам поднимать настроение и вдохновлять, а не унижать вас и не отвлекать от ваших истинных стремлений. Ангелы предупреждают, что пессимистическое отношение к трудностям продлит состояние лишений. Важно занять позицию благодарности и оптимизма, потому что эти эмоции позволяют нам распознать скрытые благословения, которые часто сопровождают испытания. Меняя свое мышление, мы меняем свое существование в мире больше положительных элементов и изобилия. Дитя мое, ангелы говорят о важности освещать мир нашим светом во времена, когда кажется, что им правит тьма ненависти. Решив не способствовать распространению ненависти, вы помогаете построить более справедливый и мирный мир. Да, это трудная задача, но это действенный способ жить согласно небесным учениям. Пойми, дитя мое, что взросление – это не только достижение внешнего успеха,
но и познание себя и позволение Вселенной лучше помогать тебе. Каждый шаг на этом пути должен быть целенаправленным и целенаправленным для вашего целостного развития. Дочь моя, ангелы говорят о ценности отношений, основанных на истинном доверии и взаимной поддержке. Когда вы окружаете себя людьми, которые действительно желают вашего роста и благополучия, ваша зависимость от внешнего одобрения уменьшается, создавая безопасную среду для изучения ваших побед и проблем. Вместо того, чтобы позволять этому опыту умалять то, кем вы являетесь, ангелы побуждают нас рассматривать непослушание как катализатор саморазвития и позитивных изменений. Используйте их, чтобы повысить свою устойчивость и расширить свое понимание сложности человека. Дитя мое, знай, что ни одно испытание не длится вечно. Упорствовать в этой вере – ошибка, которая сильно затруднит ваш путь. Смущение себя мыслью о том, что вы никогда не выберетесь из этой главы, является препятствием для естественного роста и обновления вашего существования. Дитя мое, ты должна знать, что каждые отношения в твоей жизни должны быть основой взаимной поддержки и взаимного роста. Нести бремя искусственной привязанности значит добровольно подвергать себя бремени, которое может нанести вред вашему эмоциональному и психическому благополучию. Важно освободиться от привязанностей, которые не отражают вашу истинную сущность или важные ценности. Помните, дитя мое, что не все, что предлагается, делается для благого дела. Есть люди, которые под видом дружбы ищут возможности воспользоваться уязвимостью. Важно защитить себя, доверяя свои секреты и личные данные только тем, чьи намерения чисты. Дитя мое, знай, что в каждой беде есть надежда на перемены. Возможность перезагрузки – мощный инструмент в вашем распоряжении, позволяющий изменить направление вашего существования. Здесь мы находим упорство, позволяющее сохранять стойкость даже в плохих ситуациях. Восприятие дефицита как возможности для творчества и радикальных перемен может стать отправной точкой для нового удовлетворения и удовлетворенности. Бог сказал вам предупредить, что битва с ненавистью начинается в сердце каждого из нас. Это ежедневный путь самосознания, самокритики и непоколебимой приверженности любви. Каждое принимаемое нами решение прекратить распространение негативных слов и действий – это шаг к будущему, в котором любовь восторжествует над всеми формами конфликтов. Ангелы призывают нас поделиться своим путешествием боли и исцеления с другими. Это действие не только укрепляет наше собственное выздоровление, но также способствует созданию более сильного и сплоченного сообщества, вдохновляя и поддерживая других, сталкивающихся с аналогичной борьбой. Бог сказал вам предупредить, что готовиться значит уважать себя и других. Принимая активные меры для решения будущих проблем, вы защищаете не только себя, но и окружающих, помогая строить все более сильное сообщество. Ангелы подчеркивают, что подготовка – это высшая форма мудрости, мужества перед лицом судьбы. Они отмечают, что хотя подготовка может смягчить проблему, ее отсутствие может пропорционально усугубить проблему. Ангелы вдохновляют нас быть символами добродетели даже в тени коррупции. Хотя мы окружены негативом, у нас есть способность сохранять здравомыслие и становиться проводниками позитивных перемен для других. Однако это требует твердой приверженности и четкого определения наших целей.
Ангелы подчеркивают, что ваши мысли – это дар небес, внутренний проводник, освященный мудростью небес. Игнорирование или подавление этих внутренних импульсов похоже на попытку плыть по бурным водам без компаса в бурных потоках сомнений и страхов, которые могут отвлечь вас от вашего истинного предназначения. Ангелы учат нас, что отношения, которые мы строим, нужно выбирать мудро и тщательно, ведь люди вокруг нас оказывают большое влияние на наш жизненный путь. Поначалу ложные союзы могут показаться полезными, но со временем они истощают нашу энергию, радость и мир, заменяя их неопределенностью и конфликтами. Ангелы предупреждают об опасности делать свою личную жизнь слишком публичной, что может привлечь негатив и усложнить повседневную жизнь. Поддержание внутреннего круга, где каждый член тщательно отбирается на предмет вашей лояльности и уважения, является вопросом самосохранения и самоуважения. Ангелы объясняют, что способность превращать трудности в жизненные уроки – это небесный дар для нашего роста и процветания. Недостаток часто представляет собой приглашение к переоценке наших принципов и приоритетов. Ответив на этот призыв, у нас есть возможность по-новому определить, что мы любим и как мы хотим обогатить свою жизнь. Бог призвал нас быть примером доброты и сострадания, показывая, что путь любви полезнее и плодотворнее любого пути, вымощенного ненавистью. «Дитя мое, очень важно, чтобы твоя повседневная деятельность соответствовала твоим принципам, а не только видимости. Простые внешние действия пусты и могут лишить вас истинного удовлетворения». Ангелы предупреждают, что любая ложь, отделяющая вас от истинного понимания мира и самого себя, подобна завесе, искажающей ваш взгляд на реальность. Со временем эта завеса приводит вас к иллюзиям и искажениям, которые еще больше отдаляют вас от вашего истинного жизненного пути и цели. Бог заявляет, что без подготовки и осторожности хаос часто обостряется. Те, кто выбирает неосторожный и незапланированный путь, более уязвимы перед бурями, которые бросает им жизнь, и эту проблему можно свести к минимуму или даже избежать при правильной подготовке, дочь моя. Ангелы подчеркивают важность настойчивости на пути личного совершенствования. Развитие – это непрерывный процесс, требующий терпения, приверженности и, прежде всего, настойчивости. Оставите это путешествие до того, как вы полностью раскроете свой потенциал, значит упустить возможность узнать, как далеко вы можете зайти. Бог говорит вам, что каждый конфликт, каким бы болезненным он ни был, напоминает вам о том, что в вашей жизни есть божественная цель. С этой точки зрения вы начинаете рассматривать ошибки не как личные нападки, а как возможность дальнейшего развития вашего терпения, терпимости и способности любить. Бог заявляет, что постоянно сомневаться в своей способности расти значит отвергать божественную цель, для которой вы были созданы. Они созданы для того, чтобы расти, извлекать уроки и преодолевать все жизненные трудности. Наказывать свои чувства или недооценивать свою способность двигаться вперед значит игнорировать силу и понимание, которые Он построил внутри вас. Бог заявляет, что поддерживать отношения, основанные на лжи, это все равно, что строить свой дом на зыбкой почве. Вы неизбежно сломаете эти слабые основы. Отношения, основанные на лжи, а не на настоящей дружбе, не только вредны, но и разрушительны, разрушая основу доверия и личной целостности.
Бог сказал вам предупредить, что в цифровой вселенной, где слова не могут быть потеряны, вы должны учитывать будущие последствия своих действий в интернете. Тщательно рассмотрите влияние каждой предоставленной информации. Внимательное изучение перед публикацией позволит избежать многих нежелательных ситуаций. Ангелы побуждают нас превзойти собственный опыт и мировоззрение. Такое расширение взглядов по-прежнему необходимо для искоренения форм ненависти, существующих в различных слоях общества. Бог заявляет, что способность выражать наше понимание страданий может изменить существующую реальность в нашем сознании. Когда мы переживаем времена нехватки на материальном, эмоциональном или духовном уровне, способность по-новому интерпретировать эти ситуации открывает дверь к беспрецедентному изобилию. И если вы хотите, чтобы ангелы признали вас, вам нужно найти баланс, сочетая внутренние и личные моменты. Истинное счастье часто можно найти в стабильности и удовлетворении лично значимых достижений, вдали от славы и общественного признания. Дитя мое, ты должен знать, что быть готовым не означает жить в страхе перед будущим, а скорее идти навстречу каждому пути с ощущением присутствия и неукротимым отношением к любому вызову. Иными словами, игнорировать важность подготовки к жизненным взлетам и падениям значит провоцировать хаос, который будет иметь еще более разрушительные последствия. Бог сказал вам предупредить, что активное посвящение себя личностному росту – это способ оценить дары и таланты, которые Он вам дал. Использование этих талантов для улучшения себя и положительного влияния на мир – это настоящее выражение благодарности и уважения.